Добрый день, дорогие участники, дорогие дети, родители и преподаватели. Примите наши искренние поздравления со светлым национальным праздником ИСЭХ. Здоровья вам, благополучия вам и вашим семьям. Мы выражаем вам огромную благодарность за терпение, стойкость и желание, несмотря на сегодняшние условия ограничений, участвовать и побеждать в нашем всероссийском конкурсе «Земля талантов». Большое вам комсомольское спасибо. Мы все гордимся вами. Сегодня мы собрались, чтобы объявить результаты республиканских отборочных туров. Прежде чем начать, мне бы хотелось представить молодых людей, которые уже 4-й год готовят и проводят этот замечательный, направленный на развитие творчества детей конкурс. Воспитание патриотического чувства на основе побед и достижений наших отцов и дедов, бабушек и матерей. Мы ведем его, пропагандируя чувство равноправия, интернациональной дружбы, развитие и стремление стать настоящим патриотом и гражданином своей Родины. Его организаторы – это комсомол Якутии. Это Карипанова Нина Валерьевна, учитель русского языка и литературы. Дети просто обожают ее. Умница, отличница, организует и проводит наш конкурс. 2-й год. Член жюри нашего конкурса. Не смогли с нами присутствовать наши организаторы и ведущие. Савинова Виктория. Она в составе жюри уже 2-й год. У нее замечательное академическое образование. Преподаватель, учащийся Высшей школы музыки имени Босикова. Она организатор нашего конкурса 4-й год. Григорьева Маша. Машева у нас 2-й секретарь Якутского горкома комсомола. Учится на модельера. Маша проводит конкурс уже тоже 2-й год. Харлампьев Сергей, учащийся Жатайского техникума отделения «Сестринское дело». Председатель контрольно-визионной комиссии нашего комсомола, молодой человек, который отвечает за контроль и исполнение всех мероприятий. Он ведет информационный блок, вручение, награждение участников, работает со всеми отчетными документами. Егор Коржов, молодой человек, без которого бы у нас не было бы подарков. Организация, закупка, формирование и вручение – это за ним. Он первый секретарь Якутского горкома комсомола, сотрудник безопасности нашего аэропорта имени Аюнского. Сегодня нет с нами, так как пандемия, не проводим мы этот конкурс открыто в учреждениях. Игорь Букаенко, он ежегодно у нас вел его, он простой сварщик, учащийся из ФФУ на инженера, зажигает нашу сцену и безмерно талантливый ведущий и организатор нашего конкурса. И я, Вячеслав Макаров, куратор Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» 4-й год по Дальневосточному федеральному округу. Я являюсь первым секретарем Якутского райкома комсомола и народным депутатом Республики Саха-Якутия. И это, дорогие участники, одни из многих. Каждый из нас учится, работает, не забывая про общественный долг. Молодежная политика – это наш сегодняшний долг, через которую мы проводим множество молодежных и детских мероприятий, флагманом которого является наш конкурс «Земля талантов». Его курирует на всероссийском уровне Геннадий Андреевич Зюганов, руководитель Коммунистической партии Российской Федерации. За 4 года у нас поучаствовало 1500 детей, маленьких звезд детского и юношеского творчества нашей республики. В этом году приняли участие 88 коллективов с 13 районов нашей республики, это 398 детей. Приняли участие в конкурсе, темой которого стал космос и наука. Сегодня мы объявим победителей, и это стали 21 коллектив, 21 лауреат и 2 призера в номинации «Приз жюри» и «Зрительские симпатии». В течение недели, до конца недели, мы сформируем подарки. По городу Якутску мы их развезем и каждому вручим. Перед этим мы с каждым созвонимся, договоримся о времени, о маршруте и вручении подарков.
коллективам города Якутска и ближайшим районам. А уже отдаленным районам мы с завтрашнего дня начнем отправлять посылками. И я попрошу вас, дорогие руководители, родители и участники, при получении подарков сделать фотографии и желательно бы небольшие поздравительные пожелания на имя организационного отдела и города Москвы, и нашего республиканского, которые мы могли бы разместить и также отправить в город Москву, чтобы они могли выложить на своих ресурсах и показать наши таланты, осветить наши мероприятия нашей республики. Итак, мы начинаем. Диплом лауреатов третьей степени завоевали в номинации «Вокал». Младшая возрастная категория от 7 до 10 лет. Это трио Оконечникова Алина, Артемьева Диана, Канина Варвара. Детская школа искусств номер 1, город Якутск, песня «Родина слышит». Дорогие девочки, мы поздравляем вас. Средняя возрастная группа от 11 до 14 лет. Ефимова Арюна, город Якутск, песня «Родина слышит». Ефимова Арюна, мы поздравляем тебя с замечательным третьим местом. Старшая возрастная в номинации «Вокал» в категории от 15 до 17 лет. Народный ансамбль «Кончари», Усалданский улус, село Барагонцы, песня «Прощай, голуби». Дорогие девочки, мы также поздравляем вас с победой в нашем конкурсе. Диплом лауреата третьей степени завоевали в номинации «Хореография». Младшая возрастная группа от 7 до 10 лет. Танцевальный коллектив среднеобразовательной школы номер 1 города Якутска «Танец. Встреча героев-космонавтов с хлебом и танцами». Коллектив очень хорошо показал, как они встречают Юрия Гагарина. Мы тоже, дорогий коллектив среднеобразовательной школы номер 1, поздравляем вас с завоеванием третьего места. Средняя возрастная категория от 11 до 14 лет, номинация «Хореография». Танцевальный ансамбль «Улыбка», город Якутск, танец «Дёхогой». Дорогой ансамбль «Улыбка», мы также горячо поздравляем вас с победой. Диплом лауреата третьей степени завоевали в номинации «Литературное творчество». Младшая возрастная категория от 7 до 10 лет. Лопушанский Степан, город Жатай, стихотворение «Я первый смерил жизнь». Степан, мы также горячо поздравляем тебя с победой. Средняя возрастная категория от 11 до 14 лет, также в номинации «Литературное творчество». Самедов Артем, город Якутск, стихотворение «Я первый смерил жизнь». Артем, мы поздравляем тебя с взятием третьего места лауреата третьей степени. Старшая возрастная категория от 15 до 17 лет. Осипов Мирон, город Жатай. Стихотворение «Я бы хотел слетать на Луну». Мирон, мы также поздравляем тебя с победой. Подходим к лауреатам второй степени. Диплом лауреата второй степени завоевали в номинации «Вокал». Средняя возрастная категория от 11 до 14 лет. Скворцова Карина, город Якутск, песня «Трава у дома». Карина, мы поздравляем тебя. Ты заняла лауреата второй степени. Большая молодец. Старшая возрастная категория номинации «Вокал» от 15 до 17 лет. Орлова Лидия, город Алекминск, песня «Опустела без тебя земля». Лидия, ты замечательно спела песню. Мы также горячо поздравляем тебя. Ты взяла лауреата, завоевала лауреата второй степени. Диплом лауреатов второй степени завоевали в номинации «Хореография». Младшая возрастная категория от 7 до 10 лет.
танцевальный коллектив «Фантазия», город Жатай, танец «Знание и сила». Дорогой коллектив «Фантазия», мы поздравляем вас со званием лауреата второй степени. Старшая возрастная группа в номинации «Хореография» от 15 до 17 лет диплом лауреата второй степени завоевали «Зебра Греф», город Алдан, танец «Spice Girls». Диплом лауреата второй степени завоевали в номинации «Литературное творчество». Младшая возрастная категория от 7 до 10 лет. Слепушкина Полина, Тампонский район, село Хандыга, стихотворение «Великий космос». Полина, мы горячо поздравляем тебя. Средняя возрастная категория от 11 до 14 лет. Чередникова Софья, Тампонский район, поселок Хандыга, стихотворение «Баллада о Гагарине». Софья, мы поздравляем тебя с завоеванием второго места. Ты стала дипломантом, лауреатом второй степени. Старшая возрастная категория от 5 до 17 лет. Захаров Михаил, Татинский Улус, село Итык-Кюэль, стихотворение «Сын земли». Михаил, мы поздравляем тебя с завоеванием лауреата второй степени. Дорогие участники, конечно, на первый взгляд конкурс кажется простым. Выучить стихотворение или спеть песню, но на самом деле мы-то знаем, что он не такой же уж и простой, и показывает нам подход участников к делу с точки зрения науки, ставя перед детьми задачу многое преодолеть и даже узнать сокровенное и мало нам изученное космос. Донося целой республике голос науки, вы все большие молодцы. Мы все горячо вас поздравляем. Дипломантами, лауреатами первой степени стали в номинации «Вокал». Средняя возрастная категория от 11 до 14 лет. Путятина Екатерина, город Якутск, песня «Нежность». Екатерина, мы тебя горячо поздравляем с завоеванием первого места. Ты получаешь лауреата первой степени. Старшая возрастная категория от 15 до 17 лет. Лауреаты первой степени в номинации «Вокал» стали группа Юлбибек, город Якутск, «Трава и дома». Девочки, мы горячо вас поздравляем. У вас замечательный коллектив. Дипломантами, лауреатами первой степени стали в номинации «Хореография». Младшая возрастная категория от 7 до 10 лет. Ансамбль современного танца «Тетрис», город Якутск, танец про космос, звезды и планеты. Ансамбль очень замечательный, большой. Девочки очень хорошо выступили, и наше жюри им присуждает первое место. Мы горячо вас поздравляем. Старшая возрастная группа в номинации «Хореография» от 15 до 17 лет. Ансамбль «Айтын», город Вилюйск, танец летчиков. Дорогой ансамбль «Айтын», мы горячо вас поздравляем, вы завоевали первое место. Диплом лауреатов первой степени завоевали в номинации «Литературное творчество». Младшая возрастная категория от 7 до 10 лет. Матвеев Артем, город Жатай, стихотворение «Голубой метеорит». Дорогой Артем, мы поздравляем тебя с завоеванием первое место. Средняя возрастная категория от 11 до 14 лет. Егоров Павел, город Якутск, стихотворение собственного сочинения «Посвящение».
Павел у нас большой молодец, сам пишет стихи и с ними выступает. Замечательный молодой человек. Павел, мы горячо поздравляем тебя. Ты занял у нас первое место. Вы первые в нашей большой необъятной республике. Как первый советский человек в огромном космосе, Юрий Гагарин, вы открываете путь новых достижений. Также у нас есть призеры в номинации «Зрительские симпатии» и специальный приз жюри. Друзья, открывая новые номинации, мы хотели донести тем самым весть о конкурсе в каждый уголок нашей республики, чтобы каждый родитель, руководитель и житель нашей республики мог увидеть таланты наших детей, поболев и отдав свой голос, свое восхищение. Это у нас получилось. Охват более 20 тысяч только за одну неделю. Нас узнают о том, что дети нашей республики талантливые и имеют большое рвение к знаниям. В номинации «Специальный приз жюри» победителем объявляется очаровательная Шестакова Айлана. Стихотворение «Наша гордость, наш музей», Усалданский улус, село Дюбся. Она донесла весть о своем музее, показав гордость своим землякам за историческое достояние, при этом просмотрев весь день отборочные туры от начала до конца всех участников. Мы поздравляем тебя, Алана, с признанием нашего жюри твоих высоких творческих духовных целей. Оставайся такой же умницей, участвуй в общественной жизни своего района. Мы все гордимся тобой. В номинации «Приз зрительских симпатий», не скрою, сложно было выявить победителя, были в голосованиях и нарушения. Жюри приняло решение выявить победителя по комментариям. Самое большое число комментариев получил и завоевал приз зрительских симпатий светлый, яркий, как солнышко, Терентьев Егор, Чурачинский улус, село Арылах, стихотворение «Праздник космонавтов». Егор, мы поздравляем тебя с высокой оценкой наших зрителей. Тебе их горячие поздравления и аплодисменты. Дорогие друзья, участники, мы благодарим вас за участие в нашем конкурсе. Призываем каждый год принимать в нем участие. Каждый год он меняет свои темы, развивая нас. Вместе мы познаем не только исторические и научные факты, и даже познаем космос. Это большая гордость для нашей республики, видеть вас участниками нашего конкурса и нам, как Организационному комитету, представлять вас уже в городе Москве. Каждое видео участника будет передано в город Москву. Лауреаты первой степени, те, кто у нас заняли первые места, на каждого будет написано отдельно жюри и Организационным комитетом небольшая аннотация и описание и пожелания для участия в федеральных отборочных турах. И уже в конце августа Организационный комитет города Москвы будет рассматривать видео лауреатов первой степени для участия в федеральных отборочных турах. Мы все надеемся, что в этом году, и под конец года, пандемия спадет, и на фоне проходящей вакцинации, и мы все участники, те, которые будут приглашены, примут участие уже в федеральных отборочных турах в президентском доме отдыха Снегири. Большое вам спасибо, и мы всех поздравляем, каждого участника нашего конкурса. Вы все можете сейчас на экране видеть
те подарки и призы, которые будут вручены каждому участнику. Мы не оставим без внимания ни одного. Участвуйте и побеждайте. Сейчас разрешите слово предоставить для поздравления нашим организаторам, члену нашего жюри Карипановой Нине. Еще раз здравствуйте. Еще раз всех поздравляю. Я не буду много говорить. Рада всех снова приветствовать. Особенно хотелось бы поздравить лауреатов. Ну, все большие молодцы, вообще всех поздравляю. Вы правда, как говорит Вячеслав Сергеевич, большие молодцы. Ну и, в общем-то, все. Надеюсь, встретимся еще в следующем году. Дорогие гости, участники, зрители, а также их родители, преподаватели, я прошу вас не выходить из группы. Для оперативного получения и возможности поболеть за наших участников на федеральных отборочных турах, все участники, кто занял первые места на республиканских отборочных турах, обязательно примут участие в федеральных отборочных турах в Президентском доме отдыха «Снегири». Мы с вами не будем прощаться. Еще будет много побед, а значит и больших достижений. До новых встреч. Это мы все с вами победители. До свидания.